В эфире рубрика «Чрезвычайное происшествие». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. Неизвестная парочка устроила грабеж средь бела дня. Добычей грабителей стал мобильный телефон стоимостью чуть более 2000 рублей. В полицию обратился 46-летний житель села Хатасы, ставший жертвой грабителей. Мужчина рассказал, что на автобусной остановке к нему подсели незнакомые мужчина и женщина и попросили одолжить телефон. Сделав пару звонков, парочка вернула телефон. Через какое-то время между ними и потерпевшим завязалась словесная перепалка, в ходе которой неизвестный мужчина ударил пострадавшего бутылкой по голове. Грабители покинули место преступления, прихватив с собой телефон. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы были задержаны и доставлены в отдел полиции подозреваемые. Ими оказались 36-летний ранее судимый за грабеж уроженец Алекминского района и 27-летняя уроженка Хангаласского района. В ходе личного досмотра похищено и изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». А в Горном районе недовольный своей зарплатой работник решил добиться справедливости при помощи жерди. В дежурную часть МВД по Горному району поступило сообщение о конфликте в одном из частных домов села Ортосурт. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 23-летнего мужчину. Выяснилось, что мужчина работает машинистом на одном из местных предприятий. Во время застолья со своим коллегой у них возникли вопросы по поводу размера зарплаты, которые они решили выяснить у своего бригадира. В ходе визита к начальству делового разговора не получилось. Пьяный гость схватил жертв и нанес хозяину дома несколько ударов по руке. Пострадавший обратился в больницу, где у него диагностировали перелом. Подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Сколько бы мы ни говорили о мобильных мошенниках, все равно чуть ли не каждый день находятся люди, которые страдают из-за своей доверчивости. В дежурную часть полиции обратился 34-летний житель Нерингринского района. Он сообщил, что ему позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что у клиента якобы обнаружена попытка взлома личного кабинета и снятия денег с банковского счета. Чтобы защититься от дальнейших несанкционированных операций со счетом, звонивший попросил его назвать реквизиты двух банковских счетов и коды подтверждения, которые пришли в СМС-сообщениях, что потерпевший и сделал. В результате с карт потерпевшего было снято более 52 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В Якутии медведи окружили машины с людьми. Как видно на опубликованных в соцсетях кадрах, вокруг автомобиля собралась целая стая голодных хищников. Один из них даже подобрался поближе и встал на задние лапы. Где именно удалось повстречать большое семейство хищников, в сюжете не уточняется. Мощный пожар уничтожил 15 тысяч домов в трущобах столицы Бангладеш. О пострадавших не сообщается. Подробности рассказывает Татьяна Гамозова. В социальных сетях в выходные появились видеосвидетельства мощного пожара, полыхавшего в бедном квартале столицы Бангладеш Даки вечером в пятницу. По данным местных СМИ, пламя перекидывалось стремительно по пластиковым крышам и уничтожило 15 тысяч домов. Без крова остались 50 тысяч человек. В спасательных службах заявили, что с огнем боролись более 100 пожарных. Они прибыли на место происшествия через несколько минут после начала возгорания и проработали 6 часов. Несколько человек пострадали, но жертв по предварительным данным нет. Многие жители квартала уехали на выходные в связи с празднованием Курбан-Байрама. С вами была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в следующих эфирах.